والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий хадис Китабу Джамия в главе, побуждающий к благим нравственным качествам. Хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху та'аля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Аль-му'мину аль-кауи хайрун ва ахаббу иля Аллахи мин аль-му'мини аль-да'иф, ва фи куллин хайр». Сильный верующий лучше и любимый для Аллаха, чем слабый верующий. И в каждом есть благо. «Ихрис аля ма янфаук, вастаин билля ва ля таджас». Стремись к тому, что тебе полезно, и полагайся на помощь Аллаха, и не ослабевай. «Вайн асабака шей'ун фаля такуль, лау анни фаальту каза, кана каза ва каза. Валякин куль, кадаруллах ва маша'a фа'аль». Если же постигнет тебя что-то, то не говори: если бы я сделал так-то, то было бы так-то и так-то. А говори: таково предопределение Аллаха, и Он сделал то, что пожелал. «Фа'инна лау тафтаху амаля шейтан». Ибо если бы открывает дверь для деяний шейтана. Хадис, который привел имам Муслим. И так сказано: «Аль-му'мину аль-кауи». Сильный верующий лучше и любимый для Аллаха, чем слабый верующий. Сильный верующий. Сильный в чем? Сильный в вере, в имане. Речь не идет здесь о силе мускулов, физической силе человека. Почему мы делаем такой вывод? Потому что какое слово перед словом «сильный» в хадисе? Слово «аль-му'мин», верующий. Речь идет об обладателях веры. Хорошо? Всегда какое-то описание, его следует понимать в связи с тем, к чему это описание. Если это описание верующего, значит речь идет о силе веры. Понятно? Описание всегда нужно понимать в свете того, к чему относится это описание. Раз аль-му'мину аль-кауи, то есть речь идет о имане сильном, а не о физической силе. Потому что если бы шла о физической силе, тогда было бы сказано: «Раджулю аль-кауи хайрун ва ахаббу иля Аллахи мин раджули даиф». Сильный мужчина лучше, любимый для Аллаха, чем слабый мужчина. Было бы так сказано. К сожалению, многие неправильно трактуют этот хадис. И когда хотят кого-то побудить к физическим упражнениям или еще к чему-то такого рода, говорят: сильный верующий лучше, любимый для Аллаха, чем слабый верующий. Что это ошибка. Речь идет о силе имана. Так, лучший и любимый для Аллаха, чем слабый верующий. Посмотрите, здесь упомянуты два великих достоинства сильного имана, сильной веры. Первое: сильный верующий, то есть сильный в своем имане, у него есть благо, у него есть качество благость, да? Он хайр, он лучше. Он лучше. Во-вторых, что? Какое качество? Он любимый для Аллаха, чем слабый верующий. «Ва фи куллин хайр» сказано. В каждом есть благо, и в слабом верующем, и в сильном верующем благо. Для чего это говорит пророк алейхиссалату вассалям? Эта оговорка здесь, она необходима. Это уточнение необходимо. Чтобы кто-то не подумал, что в слабом верующем нет блага. И что слабый верующий, нет никакой любви ему от Аллаха субхану ва тааля. Нет. Любовь к нему у Аллаха субхану ва тааля, да, есть, в зависимости от силы веры этого человека. И благо есть в нем. Почему? Потому что он верующий. Хорошо? То какова степень его веры? В силу наличия вообще у него веры, поэтому в нем есть благо. В каждом верующем есть благо. Чтобы никто не подумал, что в слабом верующем вообще нет никакого блага. Поскольку он верующий, значит все-таки в нем что? Благо есть. Поэтому посмотрите, когда Аллах субхану ва тааля в Коране говорит о тех людях, которые расходовали на пути Аллаха субхану ва тааля, которые сражались до взятия Мекки. Хорошо? И о тех людях, которые начали расходовать на пути Аллаха и сражаться после взятия Мекки. Аллах субхану ва тааля говорит: «Ля яставу минкум ман анфака
мин кабли аль-фатхи ва каталь. Не сравнятся те из вас, которые расходовали на пути Аллаха до взятия, до победы, до взятия Мекки и сражались. Уляика азаму дараджата мин аллазина анфаку мин ба'ду ва каталю. Они выше по своей степени, чем те, которые стали расходовать и сражаться после этого. То есть Аллах говорит, что те выше, чем эти. Чтобы никто не подумал, что теперь те сподвижники, которые пришли после этого, то есть стали после взятия Мекки уже сражаться на пути Аллаха Субхану Тааля, расходят на пути Аллаха Субхану Тааля, что в них нет блага, чтобы в глазах людей, слышащих этих слова, в их понимании не было так, что у тех нет достоинства. Аллах Субхану Тааля говорит: «Вакуллям ва'адаллаху аль-хусна». Но всем Аллах обещал наилучшее. То есть и тем, и этим Аллах обещал наилучшее, и тем, и другим обещан рай. Понятно? Или в истории Дауда и Сулеймана. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, что Дауд и Сулейман принимали решение, когда возникла тяжба между двумя группами людей. Когда скот людей одних зашел и испортил плантацию, посевы других людей. И тогда Дауд, алейхиссалам, принял свое решение, и Сулейман, алейхиссалам, принял свое решение. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Фафахамнаха Сулейман». Понимание правильного решения мы дали Сулейману. То есть Сулейман, алейхиссалам, он в этом вопросе принял более верное решение, чем Дауд, алейхиссалам. Хорошо. Аллах Субхану Тааля дал ему понимание правильного хукма здесь, в этом вопросе, соответствующего истине. Но чтобы никто не подумал, не возникло у него какое-то такое понимание, что уровень Дауда, алейхиссалам, ниже, чем Сулейман, алейхиссалам. Или какое-то у него возникло какое-то непочтение к Дауду, алейхиссалам. Говорит Аллах Субхану Тааля: «Ва куллана атейна хукма ва ильма». Но каждому из них мы дали мудрость, способность принимать мудрые решения и знания. То есть необходима эта оговорка, чтобы слышащий не подумал, что у Дауда, алейхиссалам, у него не было мудрости, которую дал ему Аллах Субхану Тааля, или знания. Чтобы как-то не умалил достоинство Дауда, алейхиссалам, кто-то, услышав эти слова. Поэтому сказано: «Вакулляна атейна хукма ва ильма». И каждому из них мы дали мудрость и дали знания. Поэтому и здесь тоже сильный верующий лучше любимый для Аллаха, чем слабый верующий. Ну что? Чтобы не подумал кто-то, что слабым верующим нет никакой цены у слабого верующего, говорит пророк, алейхиссалату вассалам: «Фи куллин хайр», в каждом из них есть благо. «Ихрис аля ма янфаук», стремись к тому, что тебе полезно. Дальше сказано: «Ихрис», стремись к тому, что тебе полезно в религии, к тому, что тебе полезно в мирской жизни. Вещи, они делятся на три группы. Те, которые являются вредными, те, которые являются полезными, те, которые не являются ни теми, ни другими, ни вредными, ни полезными. К чему нужно стремиться? К тому, в чем есть польза. К тому, что вредно, стремиться к этому харам. Нельзя. К тому же, что не представляет собой, не несет ни вред, ни пользу, хорошо, то побуждает религия поменьше уделять внимание этому. Хорошо, стремиться к тому, что несет в себе явную пользу для мирской жизни человека или для его вечной жизни, для его религии. Итак, стремись к тому, что тебе полезно, вастаин биллах, и уповай на помощь Аллаха. То есть ты, что от тебя зависит, делаешь. Все, что от тебя зависит. Стремишься, выполняя действия, проявляя усердие, чтобы получить то, что тебе полезно. Но при этом ни в коем случае ты не должен уповать на самого себя, на свои силы. То есть от тебя требуется все, что в твоих возможностях, все сделать. Хорошо? Все, что в твоих возможностях, от тебя требуется сделать это. Но при этом поручить свою участь, исход твоих дел Аллаху Субхану Тааля, уповать на Его помощь. И дальше сказано: «Валя таджас», не ослабевай. Не ослабевай, то есть не проявляй слабость. Как это понять? Неправильно понять это, что пусть не будет в тебе слабости. Пусть не будет у тебя невозможности сделать что-то. Не так. Аджз, слабость, бессилие – это вещь какая, не зависящая от человека. Если у него есть бессилие, слабость, что он может сделать, если он ничего не может сделать? Не в этом речь. Здесь под слабостью подразумевается что? Не ослабевай, то есть не проявляй ленность, не проявляй упущение, беспечность, небрежность.
Не опускай руки свои. Хорошо? Пусть не будет у тебя вот этой расслабленности и ленности. Все, что от тебя зависит, делай, уповай на Аллах Субхану ва Тааля. Вайна сабака шей. А если что-то постигнет тебя, то есть после того, как ты сделал все, что от тебя зависит, принял все меры, проявил усердие, при этом ты полагался на помощь Аллаха Субхану ва Тааля. Но после этого случилось не так, как ты предполагал, и итог не такой, какой ты ожидал, постигло тебя что-то обратное, то тогда что? Тогда ты не говори, а вот если бы я сделал так-то и так-то, то было бы так-то и так-то. Хорошо? Посмотрите, как здесь в хадисе сказано, что человеку идет цепь приказов. Сначала тебе приказано что? Делать, что от тебя зависит. Припоручаешь свое дело Аллаху Субхану ва Тааля, тебе приказано так. Тебе приказано не ослабевать и проявлять ленность, проявлять усердие. Потом, если не получается так, как ты хотел, здесь у тебя новый приказ. Какой новый приказ? После того, как ты стремился к полезному, делал, что от тебя зависит, не получилось, все, после этого ты сделал, что зависит от тебя, принял все меры, учитывал причины, хорошо? Теперь тебе приказано после этого терпеливо переносить то, что предупредил тебя Аллах Субхану ва Тааля, припоручить свое дело Аллах Субхану ва Тааля. И не говори ни в коем случае, если бы я сделал так-то и так-то, то было бы так-то и так-то. Потому что то, что случилось, то пожалуй Аллах Субхану ва Тааля. Ты не можешь противоречить воле Всевышнего Создателя. Ты не можешь ничего изменить в том, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля. Но что можешь ты? Когда что-то уже свершилось, ты не можешь взять и отменить решение Аллаха Субхану ва Тааля, вернуться и что-то изменить. Хорошо? Ты уже не можешь. Если бы я сделал так-то, то было бы так-то и так-то. Нет. Но что можешь ты? От тебя, если есть возможность, то как-то уже решать уже возникшую проблему. Хорошо? Как-то уже устранять последствия этого теми способами, которые дозволил Аллах Субхану ва Тааля. Но что нужно сказать тебе? Не нужно сокрушаться, не нужно проявлять недовольство или сожаление, говорить, вот так, если бы я сделал, то было бы так. А что нужно? Сказать прежде всего в сердце, а потом языком. «Каддар Аллах ва ма шаа фа'аль». То, что предопределил Аллах, и Он сделал, что пожелал. Другая версия «Кадаруллах ва ма шаа фа'аль». Таково предопределение Аллаха, и Он сделал, что пожелал. И та, и другая версия, она является правильной. Даже, может быть, второй вариант «Кадаруллах ва ма шаа фа'аль» это является более предпочтительной. «Ляу тафтах амаль шейтан», да, сказано, «ляу» открывает дверь для деяний шейтана. Как это понять? Вот это вот «если бы», а если бы я сделал так, то было бы так. Вот это открывает возможность для шейтана напасть на человека и внушать человеку печаль, скорбь, хорошо, какое-то сожаление, переживание, недовольство предопределением Аллаха Субхану ва Тааля. Вот это «если бы» открывает для шейтана такую возможность. Итак, этот хадис побуждает нас к благородным нравственным качествам. Этот хадис, братья, указывает нам на то, что иман, вера, она не одинаковая, что иман имеет разные уровни, разные степени. Иман может быть слабым, иман может быть, вера может быть сильной. Откуда мы берем это? Аль-му'мину кауи хайрун ва хабу иля Аллах мин аль-му'мини даиф. Сильный верующий лучше, любимый для Аллаха, чем слабый верующий. Хорошо. Вера. Вера, мы знаем с вами, что это убеждение человека, то есть работа его сердца, убеждение его сердца, это произнесение, подтверждение слов, подтверждение того, что в сердце словами, языком, это совершение деяний в соответствии с тем, что требует от нас Аллах Субхану ва Тааля. Это все иман. Основа этого что? Это убежденность человека. Убежденность человека, якин, она не одинаковая. Как деяние может быть у человека, они отличаются по деяниям. Кто-то больше совершает деяний, угодных Аллаху, кто-то меньше. Здесь разные уровни. Но и сама убежденность, или якин, сердце, она тоже что не одинаковая. Есть высокие степени убежденности имана, есть что более низкие степени убежденности. Как быть? Как человеку достичь высоких степеней убежденности? Для этого есть, конечно же, причина, для этого есть определенные средства.
Не всякого сомнения, эта убежденность разная. Тот минимум, который был у бедуинов, арабов, некоторых, как Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, не говорите уверовали, но говорите приняли ислам. То есть этот минимум веры, убежденности был у них в сердцах. Хорошо, необходимо, чтобы человек стал верующим. Но это начало, а там дальше высокие степени, вплоть до тех степеней, которые говорит пророк алейхиссалату вассалам, «Антарбуд Аллах кааннака тарах», поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его. Смотрите, какая степень уже, высокая убежденности. То есть якин, убежденность, она увеличивается. Пример этого также в истории Ибрахима, алейхиссалам, когда он сказал Аллаху Субхану ва Тааля, «Идкаля Ибрахиму, Рабби арини кейфа тухиль маута». Вот сказал Ибрахим: «О Господь мой, покажи мне, как ты оживляешь умерших». «Каль аваляу ту'мин». Аллах сказал: «Разве ты не уверовал?» «Каля баля, валякин лиятмаинна кальби». Нет, я уверовал, то есть я убежден в этом, нет сомнений у меня никаких, но чтобы окончательно что? Достигло сердца состояния умиротворения. Почему? Потому что уже он это видел, что глазами. Это видение глазами еще выше, чем что? Убежденность сердцем, еще выше степень. То есть он захотел достичь в убежденности еще более высокой степени. Хорошо, ведь так убежденность имеет разную степень. Что подкрепляет убежденность человека? Конечно же, знание. Знание религии. Чем больше у человека знания религии, знания аятов, понимание хадисов пророка алейхиссалату вассалам, тем крепче его убежденность. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом в Коране, что боятся Аллаха истина из рабов Его знающие. Что и говорит Аллах Субхану ва Тааля, что Он возвышает тех, которые уверовали, и тем, кому дано знание на высокие степени. Поэтому первое это что? Получение знания, укрепление твоего знания в Коране и Сунне, в понимании аятов, в понимании хадисов. Что еще способствует этому? Безусловно, постоянное обращение к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть нужно обратить на себя внимание. Ты все время обращаешься к Аллаху Субхану ва Тааля или не обращаешься все время к Аллаху Субхану ва Тааля? Что это значит? Это значит, в каждом твоем положении все время ты идешь к Аллаху Субхану ва Тааля, вспоминаешь про Аллаха Субхану ва Тааля. Все время связано твое сердце с Аллахом. Хорошо? Ты, если вспоминаешь Аллах Субхану ва Тааля языком, ты уже перед этим сердцем своим уже помянул Аллах Субхану ва Тааля. Если что-то оставляешь, из того, что запретил Аллах Субхану ва Тааля, ты в сердце обратился к Аллаху при этом. Хорошо? И поэтому оставил после этого обращения к Аллаху Субхану ва Тааля. Все время твое сердце с Аллахом. Одеваешь одежду какую-то, опять ты вспоминаешь. Это Аллах Субхану ва Тааля дал мне эту милость. Хорошо? Какую-то пищу вкушаешь. Каждый глоток воды, который ты пьешь, ты вспоминаешь, что это милость Аллаха Субхану ва Тааля к тебе. Что-то происходит, ты вспоминаешь, что ты предопределил Аллах Субхану ва Тааля, просишь у Аллаха Субхану ва Тааля помощи и защиты. То есть все время твое сердце с Аллахом. Вот это вот постоянное нахождение сердца с Аллахом укрепляет твой иман, укрепляет твою убежденность. То же самое касается отношений с женой, хорошо, или женитьба, или еще что-то. То есть все вопросы всегда ты обращаешься к Аллаху Субхану ва Тааля. Жилье, то же самое. Есть у тебя где жить, крыша над головой. И в этом во всем ты обращаешься к Аллаху Субхану ва Тааля. Постоянно сердце привязано к Аллаху. Дальше, что еще укрепляет убежденность, это праведное деяние. Праведное деяние, аль-амалю салих. Чем больше ты совершаешь праведных деяний, тем больше укрепляется твоя убежденность. Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. А те, которые идут верным путем, то есть они совершают праведные деяния, Аллах увеличивает им следование по прямому пути и дает им богобоязненность. Хорошо? То есть ты, если делаешь, как Аллах приказывает, ты увидишь, как укрепляется твой иман. Что ты потом находишь среди нескольких путей тот, который правильный. Ты видишь, что твоя богобоязненность растет, убежденность твоя растет. Не так, что ты сидишь, ничего не делаешь и ждешь, когда у тебя увеличится богобоязненность. Хорошо? И думаешь, как же мне так достичь ее, и ничего при этом не делаешь. Делай то, что приказал Аллах. Честный, будь правдивым с Аллахом Субхану ва Тааля. Ты сам заметишь, как увеличивается твой иман в сердце, как ты вкусишь сладость имана. Это сладость, с которой не сравнится ничто. Сладость веры, с ней не сравнится никакое удовольствие. Чем больше праведных деяний, тем крепче становится
вот это наслаждение в твоем сердце и вера. Некоторые ученые говорят, что это как дерево. То есть твой иман можно сравнить с растением. Если поливать дерево все время, как оно растет. Хорошо, питать его, оно растет. Точно так же иман растет. Хорошо. Какой еще вывод из этого хадиса? Что как иман бывает разный по своему уровню, так же люди, верующие, тоже не одинаковые по своему уровню. Хорошо, откуда мы берем сильные верующие, лучше любимые для Аллаха, чем слабые верующие. Дальше хадис, он является подтверждением такого атрибута Аллаха Субхану Тааля, как любовь. Откуда мы это взяли? Ахабуль Аллах, любимый для Аллаха. Аллах Субхану Тааля любит и бывает любим, таково убеждение Ахлюс-Сунна валь Джамаа, в отличие от заблудших групп. И любовь Аллаха не одинаковая. Любовь Аллаха, она тоже, что имеет разные степени. Любовь Аллаха к верующему, праведному рабу сильнее, чем к верующему, у которого меньше праведности, меньше праведных деяний. Другой вот из этого хадиса, если человек хочет указать на превосходство какого-то человека, то есть есть двое людей, он хочет указать на превосходство одного из них, что он превосходит другого, то ему не следует забывать о вот этом правиле, что ты должен сказать какие-то слова, чтобы у слушающих не возникло мнение, что тот второй, у него нет достоинств. Хорошо? Чтобы у тех, кто слушает, не возникло какое-то умаление достоинства того второго человека. Если оба они достойны, но один что превосходит другого. Тогда ты, когда говоришь про одного, то ты, конечно, говоришь, что второй, он тоже, что тоже достойный. Да, этот превосходит его, но у того также, что есть достоинство обоих из них, есть благо, как сказано здесь. Чтобы цена того человека в глазах людей, что не упала в сердцах людей. Другой вывод из этого хадиса, это то, что пророк алейхиссалату вассалям побуждает нас делать то, что нам полезно. Ихрис аля ма янфаук, стремись к тому, что тебе полезно. Это касается, как мы сказали с вами, пользы мирской и пользы религиозной. Человек не должен, стало быть, отсюда мы делаем вывод, стремиться к тем вещам, в которых нет пользы. Хорошо? Потому что сказано, стремись к тому, что тебе полезно. Если тебе что-то не полезно, не стремись к этому. Но можно ли иногда это делать, мы говорим, нужно смотреть. Если речь идет о неполезном, то, что является харамом, тогда, конечно, нельзя. Если не является харамом, то что мы скажем? Излишествовать в пользовании вещами дозволенными тоже не следует. Не теряй свое время, сколько ты проживешь. Говоря, ну это же не харам. И терять то, что тебе полезно. Терять получение полезного знания. Оправдывая себя тем, что я не харам же я сейчас делаю. Упускай возможность совершить благие деяния, дополнительные намазы, читать Коран, хорошо, сидеть в кружках ильма, поминания Аллаха Субхану Тааля. Под предлогом, отказываться от этого под предлогом, что я же не делаю харам. Нельзя излишествовать в вещах дозволенных. Стремись к тому, что тебе полезно, сказано. Далее хадис указывает на то, что обязательно нужно уповать на помощь Аллаха Субхану Тааля. Делая перед этим что? То, что от тебя зависит. Это называется фи'люль асбаб, то есть учитывать те причины, принимать меры, которые находятся в твоих возможностях. Что мы скажем здесь? А каков порядок? То есть сначала сделай, а потом уповай на помощь Аллаха Субхану Тааля. Хорошо. Или как правильно? Правильнее на самом деле, что ты сначала делаешь то, что от тебя зависит, при этом сердцем полагаясь на помощь Аллаха Субхану Тааля. Когда уже сделаешь, то уже только что упование на помощь Аллаха Субхану Тааля. Значит, правильно это то, что называется мукарана. То есть упование на помощь Аллаха сопровождается с чем? С деяниями, а потом, когда уже что их сделал с этими действиями, все равно, что оно остается. Упование на помощь Аллаха Субхану Тааля, на то, что он дарует благой итог. Сказано «Вастаин билля». Обращайся за помощью к Аллаху. Это значит, отсюда мы делаем важный вывод, что обращаться за помощью нельзя никому, кроме Аллаха Субхану Тааля. Вообще нельзя. Христиана, братья, это поклонение. Ияка на'буду, ияка настаин. Тебе мы поклоняемся и твоей помощи просим. Если человек обращается с этим поклонением, направляет его к кому-то, кроме Аллаха, то это запрещено. Но вопрос, всегда ли или нет? Всегда ли или нет? Нужно сказать, если человек обращается за помощью к кому-то, кроме Аллаха Субхану Тааля, в том, на что способен только Аллах Субхану Тааля, хорошо, то это уже называется ширк. Это будет многобожие.
хорошо, который выводит человека из религии. Если человек, например, обращается за помощью к мертвым, или человек обращается за помощью к кому-то отсутствующему, хорошо, и говорит: помоги мне в моем деле, а его нет при этом, то это уже будет большой ширк, выводящий человека из религии. Но если человек обращается за помощью к кому-то, кто присутствует с тобой и может тебе помочь, это в его силах, тогда это уже не будет многобожием, это дозволяется. Более того, это входит вот в начало. Какое? То, что мы «эхрис аля ма янфаук», стремись к тому, что тебе полезно. Хорошо? То есть, если у тебя есть нужда в том, чтобы обратиться за помощью, хорошо, к чьим-то услугам или к чьей-то помощи, то тогда это дозволяется. Человек, насколько может, должен стараться обходиться без чьей-либо помощи, хорошо, но если есть необходимость, Аллах Субхану Тааля одних людей подчинил другим. То есть, если кто-то плотник, и тебе нужно, например, сделать окно или дверь, конечно, что ты обратись, скажешь: сделай мне окно, сделай мне дверь, ты не будешь сам делать это окно или эту дверь. В данном случае обращение за помощью, что это является дозволенным, входит в разряд чего? Принятия мер, стремление к тому, что тебе полезно. Хадис, братья, является запретом на такую вещь, как лень. Вот это действительно бич. Лень, бессилие, беспечность, вялость – вот что поражает людей сегодня мусульман. Аллах Субхану Тааля дал и способности человеку, Аллах Субхану Тааля дал и возможности человеку, но человек теряет это драгоценное время, проводя его в пустых делах каких-то пустых хождениях. Нет, полезно тебе это. Значит, ты должен, положившись на Аллаха Субхану Тааля, быть усердным, быть прочным в этом. Потому что сказано «ля та'джаз». Не ослабевай, то есть не проявляй вот эту вялость и ленность. Сколько людей, которые начинают изучение ильма, или чтение какой-то полезной книги религиозной, или прослушивание каких-то полезных лекций. Ну да, один раз у него был такой запал, хватило на минут 10, 20, 30, хорошо, и все потом. Хорошо. И книга осталась на первых страницах, и лекция до конца первая недослушана, или максимум вторая, хорошо. «Ля та'джаз», говорит пророк алейхиссалату вассалям, не ослабевай. Аллах Субхану Тааля говорит это верующим, когда они сражаются, когда есть какое-то сражение, тоже говорит, что необходимо проявлять стойкость. Фасбуту, сабат, стойкость должна быть у вас. При этом поминайте Аллаха премного, может быть, вы будете счастливы. Другой из этого хадиса, что если человек сделал все, что от него зависит, то есть принял все меры, действия, уповал на Аллаха Субхану Тааля при этом, но потом получилось в итоге не так, как он хотел. Какова обязанность человека здесь? Полный тафвид, то есть припоручение своей участи Аллаху Субхану Тааля. Все. Здесь уже будь доволен. Припоручи участь Аллаху Субхану Тааля. Например, если какие-то люди сражались с врагом, у них исчезла возможность для этого. Исчезли средства для этого. Все, совершенно нет. Что остается им только? Остается им только уповать на Аллаха Субхану Тааля. Это то, к чему побуждает этот хадис. Почему? Потому что они сделали все, что от них зависит. Теперь у них нет возможности сделать что-то, меры принять. Для причин уже, для действий нет возможности. Все, припоручи свое дело Аллаху Субхану Тааля тогда в таком случае. Если есть возможность какая-то делать что-то, да, тогда делает человек. Если нет, то нет. Тогда уже припоручает Аллах Субхану Тааля. Поэтому Шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, когда разбирает этот хадис, здесь он затрагивает этот вопрос, он говорит, связывает с каким вопросом? Он говорит, безумие. Безумием и безрассудством является, когда человек не учитывает причин, когда человек берет палку в руки или берет кухонный нож и начинает сражаться с людьми, у которых танки, или у которых самолеты, у которых автоматы, при помощи кухонных ножей или при помощи палок. И при этом он говорит, я уповаю на Аллаха Субхану Тааля. Такой человек. Человек обязан учитывать причины. Хорошо, обязан учитывать причины. Да, говорит человек, конечно, если бы тебя окружили сейчас, и невозможно убежать, тебе либо умирать, либо хоть что-то сделать, тогда, конечно, ты будешь вынужден делать уже и палкой, и там, что у тебя есть под руками. Хорошо? Возможность убежать у тебя нет. Грозит тебе неминуемо, что гибель, то есть тебя уничтожат в любом случае, тогда что тогда делать тебе? А иначе нет, Другой вывод из этого хадиса – запрет на слова «если бы». Лоу. Хорошо. О чем идет речь здесь? Речь идет о том, что если ты сделал все, что от тебя зависит, принял все меры, но не получил итог, цель не достиг, которую ты хотел.
Не говори «если бы». Если бы. Что значит «не говори «если бы»? Хадис этот, братья, он же посвящен определенному вопросу именно. То есть это «если бы» запрещено именно в ситуации, которая оговорена в хадисе. Какая ситуация? Ситуация, что ты сделал все, что от тебя зависит, принял все меры, уповал на Аллах Субхану ва Та'аля, а потом получилось не так, как ты хотел. Вот здесь уже нельзя говорить, если бы я сделал так-то, то было бы так-то. Например, человек отправился в умру, хорошо, отправился в Мекку. Все, что от него зависит, он сделал, принял все меры для того, чтобы доехать до Мекки. Ну и при этом получилось так, уповал на Аллах Субхану ва Та'аля, при этом получилось так в итоге, что он попал в аварию. Случилась какая-то такая трагедия. Может ли человек говорить, вот если бы я не выехал в Мекку, со мной бы этого не случилось, или если бы я не купил эту визу и так далее, или не поехал бы через эту турфирму, или еще что-то, то со мной бы не случилось. Нет, здесь уже нельзя. Вот это та самая «если бы», то самое «если бы», которое запрещено. Вообще же, «если бы», некоторые неправильно понимают этот вопрос. И любой, как только слышат человека «если» или «если бы», сразу начинают порицать брата и говорить, не говори «если бы», «если бы» от шайтана, «если» открывает дверь для шайтана и так далее. «Если бы» оно, мы сказали, порицаемое запрещено и в том контексте, на который указывает этот хадис. То есть, ты сделал, что от тебя зависит, все, хорошо, уповал на Аллах Субхану ва Тааля, получилось, постигло тебя не то, что ты хотел, тогда ты уже не должен говорить, если бы я сделал так, то было бы так-то так. Если бы дал я вместо валидола нитроглицерин, то он бы не умер, или еще что-то подобного рода. Хорошо? Нужно сказать, что лау имеет несколько видов. Есть случаи, когда это разрешается, есть случаи, когда это запрещается. Когда это разрешается, если человек использует лау лишь для сообщения, в качестве сообщения, хабар, тогда это дозволяется, тогда нет в этом никакого запрета. То есть, если ты говоришь человеку, что если бы ты ко мне пришел, то я бы тебя угостил. Хорошо? В данном случае, что ты просто сообщаешь, что если было бы так, то что бы ты тогда сделал? Как пророк алейхиссалату вассалам, он говорит, обращаясь с подвижником, побуждая их к хаджу таматту. Что такое хадж таматту? Когда человек совершает умру, потом выходит из храма, потом находится какое-то время, да, в состоянии дозволенности, потом что? Вновь входит в храм. Пророк алейхиссалату вассалам говорит, «Лау истакбальту мин амри мастадбарт ма суктуль хади». Если бы я еще раз то, что уже прошло, снова это было бы, то я бы не повел с собой гадий. Хорошо? То есть это сообщение просто что? То как бы пророк сам повел себя, если бы было бы так. Понятно или нет? Если бы ты ко мне пришел, то я бы тебя угостил. Если бы я, например, в тот момент у меня были такие сведения, то я бы поступил так. Это лишь что это хабар, это можно. Понятно? Итак, первое, когда лау дозволяется. Когда дозволяется? Когда это сообщение. Хорошо? Второе лау тоже называется ритаманни. Ритаманни, как это понять? Если, например, человек говорит, если бы у меня было имущество какого-то человека, то я бы поступил так-то и так. То есть, как бы человек мечтает, да? Лау мечтание, так скажем. Если у меня было имущество какого-то человека, то я бы тратил его на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Или если у меня было имущество какого-то человека, богатство, то я бы тогда, например, поехал и купил себе то-то и то-то и то-то и то-то. Хорошо? Как относиться к такому лау? Вот это лау в зависимости от того, о чем мечтает человек. Если человек говорит, если у меня было имущество какого-то человека, я бы тратил на пути Аллаха Субхану ва Тааля. И вот если бы у меня было, то я бы тогда печатал бы религиозные книги, или я бы тогда помогал бы искателям знания и так далее. Это что? Это похвально. А если он говорит, вот если у меня были бы деньги какого-то такого-то, то я отправился бы, например, в Ялту или еще куда-то, хорошо, для каких-то увеселений, то тогда это лау было, что уже порицаемо. И третье лау, это как в этом хадисе. Когда человек сделал все, что от него зависит, уповая на Аллаха Субхану, это получилось не так. Если он начнет говорить, вот если бы я сделал так-то и так-то, было бы так-то и так-то, нельзя. Почему? Потому что это уже возражение, предопределение Аллаха Субхану ва Тааля. Это сожаление, это сокрушение. И делать этого нельзя. Другой вывод из этого хадиса, братья, что предопределение Аллаха Субхану ва Тааля, оно выше всяких причин. Все причины, они зависят от воли Аллаха Субхану ва Тааля, от его предопределения. То есть, можешь ты сделать все причины, все меры ты примешь, но Аллах Субхану ва Тааля предопределит
так, что ожидаемые итоги не случатся. То есть между причинами и следствием причин Аллах Субхану ва Тааля сделает преграду. Эти причины, эти меры не дадут своих следствий. Откуда мы берем этот вывод? Но скажи кадаруллах. Таково предопределение Аллаха Субхану ва Тааля. Этот хадис, он содержит в себе утверждение веры в предопределение. Хорошо? То есть воля Аллаха Субхану ва Тааля, она над волей всех. Аллах предопределил и сделал, что Он пожелал. И в этом хадисе есть подтверждение воли Аллаха Субхану ва Тааля, машиятуллах. Подтверждение действия Аллаха Субхану ва Тааля. Откуда мы взяли? Кадраллаху машаа фа'аль. Аллах предопределил, и то, что пожелал, то сделал. Посмотрите, то, что пожелал, то сделал. Из этого предложения, то, что пожелал, то сделал, мы берем выводы о наличии Аллаха Субхану ва Тааля машиа, воли, да, его желания, у Аллаха Субхану ва Тааля наличие у него действия. Это очень важно, потому что заблудшие группы, они отрицают действия Аллаха Субхану ва Тааля. Они говорят, если сказать, что Аллаха есть атрибуты действия, то как будто бы ты тогда приписываешь Аллаху нечто, что возникает вновь, то есть Аллах у тебя, как бы в твоем понимании, они говорят, Он изменяется, хорошо, то есть ему свойственно нечто, чего не было, потом стало, поэтому нельзя приписывать Аллаху атрибуты действия. Мы скажем, это противоречит шариату, противоречит здравому смыслу. Наоборот, показатель совершенства Аллаха Субхану ва Тааля, что Он делает, что пожелает. Он творит, Он наделяет, Он создает, Он оживляет, Он умерщвляет, Он возвышает, Он унижает. И так подтверждается действие Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше хадис указывает на то, что шейтан, он может нападать на сердце человека. Откуда мы взяли это? Лау открывает дверь для действий шейтана. То есть шейтан получает здесь власть над человеком. Человек сам дает шейтану власть над собой, говоря, если бы я сделал так, то так-то и так. А каким образом шейтан начинает вредить человеку, внушая ему здесь сокрушение, недовольство предопределения Аллаха Субхану ва Тааля и печаль. Вообще задача шейтана – это держать человека в печали. Хорошо? Чтобы досаждать человеку, чтобы ему было плохо. Вот этими, когда человек говорит «если бы», шейтан начинает ему внушать печаль. А вот представь, что ты бы сделал так-то, было бы так-то. Человек начинает себе представлять что-то, как он вот произошло не так, как произошло. Он себе это представляет, шейтан открывает эти двери ему для этой фантазии. А потом вдруг он возвращается в реальность, его постигает еще большая грусть. Еще большая печаль. Оказывается, человек уже умер, оказывается, это уже случилось. Хорошо? Сердце человека становится разбитым, разрозненным. Все время ему что-то представляется, какие-то вещи, которые на самом деле нереальными вещами являются. Вот так вот он, шейтан, человека обрекает на эту грусть. Стремится делать это. Как ваят иннама наджумина шейтан. Поистине тайные беседы от шейтана. Для чего? Мунафики неверно сидят и беседуют друг с другом тихо, ведут тайные беседы. Шейтан побуждает их к этому. Для чего нужно это шейтану? Лияхзуна аллазина аману. Чтобы опечалить тех, которые уверовали. Это его задача, печалить тех, которые уверовали. Внушать им какую-то вот такую грусть, сокрушение, даже во сне. Даже во сне задача шейтана, когда есть некоторые сновидения, которые от шейтана, мы знаем. Почему шейтан? Что он хочет тем самым? Он хочет опечалить человека, внести вот в его сердце такую смуту. Если такие сны видит человек, тогда он должен обратиться к Аллаху за защитой от таких сновидений. Хорошо? И не давать им каких-то таких толкований, а надеяться, что Аллах Субхану ва Тааля устранит зло этого сновидения. То есть, посмотрите, какова вражда шейтана в отношении человека. Нужно быть все время бдительным. Этот враг, он не упускает ни одной возможности, чтобы навредить тебе. С самой первой минуты твоего рождения, когда только рождается человек, шейтан уже бьет новорожденного. Этот крик, это объясняется в хадисе от этого, что шейтан, он делает больно, бьет хорошо ребенка, то есть объявляет о своей вражде сразу. Как только появляется человек на свет, сатана объявляет о своей вражде хорошо к нему, и так до последнего момента. В том числе, когда человек на смертном ложе, нужно бояться того, что шейтан может искусить его, может отвратить его от таухида, от единобожия, от исляма. И нужно все время просить у Аллаха Субхану ва Тааля защиты от этого врага. Это что касается данного хадиса.